Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров. Президент Гвинеи передал президенту Украины послание от Путина. В результате теракта в мавзолее в иранском Ширазе погибло 15 человек. Сенат Польши признал правящий режим в Российской Федерации террористическим. На заседании Совета глав государств СНГ в Астане было подписано соглашение, в рамках которого страны договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров. Об этом сообщает nur.kz. 26 октября в формате видеоконференции состоялось 7-е заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции, в состав которого входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Отмечается, что в течение года компетентные органы этих стран проводили работу по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. Сам проект соглашения был разработан еще в 2008 году, но консенсус и взаимоприемлемая редакция по нему были достигнуты лишь в 2022 году. В итоге 14 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Астане президенты подписали соглашение. Как объяснили в антикоррупционной службе, в рамках соглашения страны СНГ договорились оказывать содействие по уголовным делам о коррупции, проводить скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям, сотрудничать в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции, создавать и использовать информационные системы в сфере противодействия коррупции, разрабатывать стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и обмениваться результатами антикоррупционного мониторинга, повышать квалификацию кадров. Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало передал президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента России Владимира Путина о том, что тот готов к переговорам, передает «Коммерсант». Вчера я был в России и встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским, сказал Сиссоко Эмбало. Видеозапись пресс-конференции президентов Гвинеи-Бисау и Украины опубликована в телеграм-канале Владимира Зеленского. Президент Украины согласился с тем, что необходимо разблокировать отношения. По его словам, нужно начинать с разблокирования Черного моря, передает страна.уа. Вместе с тем, Зеленский назвал просьбу Путина передать послание о готовности к переговорам не более чем спланированной риторикой, направленной на аудиторию внутри России и на те государства, которые не изолировались от Москвы. Президент Ирана Ибрахим Раиси, выразив соболезнования в связи с гибелью группы людей в результате теракта в Ширазе, заявил, что мы решительно ответим на этот шаг, и это станет уроком преступникам, сообщает информагентство ИРНА. По его словам, враги Исламской Республики терактом отомстили свои неудачи и поражения. Согласно сообщениям государственных СМИ Ирана, в результате стрельбы вечером 26 октября в мавзолее Шах-Черах в Ширазе были убиты не менее 15 человек, десятки получили ранения. Среди погибших по меньшей мере одна женщина и 2 детей. Вначале поступали сообщения, что в результате нападения было ранено около 40 паломников, однако позже государственное телевидение Ирана заявило, что пострадало по меньшей мере 19 человек. Информагентство ИРНА также сообщало, что нападавших было 3, однако заместитель руководителя провинции Фарс Исмаил Махипупур сообщил в телеэфире, что стрелял 1 человек, который получил ранение и был задержан. По словам чиновника, он использовал автомат Калашникова. ИРНА со ссылкой на очевидцев утверждала, что нападавшие находились в автомобиле и открыли стрельбу по паломникам и служителям мавзолея прямо у входа. Ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство. Сообщение об этом было размещено на связанных с группировкой сайтах и аккаунтах в Телеграме. Сенат Польши признал правящий режим Российской Федерации террористическим. Решение было принято единогласно 85 голосами, сообщается на сайте Сената. В резолюции депутаты решительно осудили российскую агрессию против Украины и призвали все страны, выступающие за мир, демократию, права человека, признать власть Российской Федерации террористическим режимом.
А в документе напоминается, что военные силы Российской Федерации развязали жестокую войну против Украины, желая стереть с лица земли эту суверенную страну и уничтожить ее нацию. Депутаты подчеркнули, что героическая защита украинцами независимости своей страны вызывала восхищение всего свободного мира. При этом российские силы терроризируют жителей украинских городов и атакуют гражданские объекты. Бандиты в российской форме пытают и убивают военных и мирных жителей на оккупированных территориях, похищают украинских детей, депортируют и переселяют украинцев, отмечается в резолюции. В середине октября аналогичное решение приняла ПАСЕ.